распоряжении Осетия ТВ оказались уникальные кадры. В США в честь 70-летия Победы из Флориды стартовал автопробег «Эстафета памяти». Колонна машин преодолела внушительный путь около 3000 километров от Нейплс до Вашингтона и американского Санкт-Петербурга. В 7 американских штатах раздали свыше 5000 георгиевских ленточек. Нашей целью являлось найти ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Соединенных Штатов, и поздравить их с наступающим 70-летием Победы над фашизмом. Нашей миссией является защита имиджа всего русскоговорящего населения Америки, а также нашей Родины, всех стран бывшего СССР. Этим автопробегом мы в очередной раз доказали, что народы и нации желают мира. Участники акции не забыли и о другой исторической дате – 70 лет со дня встречи советских и американских войск на Эльбе. На мемориальном комплексе Арлингтонское национальное кладбище автолюбители возложили цветы к памятной плите «Дух Эльбы». Участники акции встретились с ветеранами, теми, кто воевал за Советский Союз, но сейчас живет на другом континенте. Они до сих пор помнят, какой ценой досталась эта победа. Знаете, что это такое? Это так, стоят 50 человек, пуф, 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 пуф. Вот это был конец войны. А больше всех обрадовалась я. О! Потому что мы еще до войны учились вместе в институте. Я была на 1 курсе, он был на 3 курсе в медицинском институте. И всю войну мы переписывались. И когда я услышала конец войны, он остался жив, для меня, конечно, было это был весело. потолок. И после этого мы в 45-м победа, в 46-м мы поженились. И хоть прошло уже 75 лет, как мы вместе, а я его люблю, как в первый день. И я тоже, это она хвастается, что она меня, а я не меньше. В каждом городе, где останавливалась колонна, проходили праздничные концерты, фотовыставки военных лет, а также фестиваль «Фронтовая пайка». Ветераны и простые граждане с удовольствием принимали участие в мероприятиях. И вот совсем уникальный случай. В одном из штатов нашему земляку передали приветы и поздравили с 70-летием Победы. Очень приятно, что даже за океаном знают и помнят о роли осетин в годы войны. Хочу передать огромный привет нашему брату Алану Георгиевичу из Осетии. Вот регион его здесь указан. И поздравить его и всех его близких с Днем Победы. Пожелать всего самого хорошего и мира над головой. Спасибо. Может быть, посмотрев этот сюжет, Алан Георгиевич найдется, узнает своего друга и обязательно с ним свяжется. Елена Черенкова, Осетия ТВ.